Впервые в республике стартовал проект по подготовке сестер милосердия. Обучаться они будут на базе Сыктывкарского медколледжа. 28 человек решили посвятить жизнь людям, которые нуждаются в помощи, не только медицинской, но и духовной. Часть курса будет проходить под наставничеством отца Филиппа. С будущими сестрами милосердия познакомилась Дарья Вологжанина. Есть древняя профессия на свете, и она прошла через века. Знает каждый житель на планете, это медицинская сестра. Миссия, требующая большого сердца. Это о сестрах милосердия. Воины, эти маленькие девушки, ценой собственной жизни спасали солдат, погибающих на поле боя. И даже сейчас в мирное время есть те, кто нуждается в такой помощи. В Коми решили возрождать традиции и впервые открыли курсы по подготовке сестер милосердия. Этот проект, он вызвал очень живой интерес. И к нам до сих пор звонят, просятся на курсы, просятся, чтобы мы зачислили в группы обучающихся. И если мы отказываем, даже грозятся, что будут обращаться к владыке. И мы, конечно, очень рады, что в нашей республике очень много замечательных людей, чутких, внимательных, готовых заботиться и дарить свое душевное тепло тем, кто в этом нуждается. Директор колледжа и отец Филипп загорелись идеей подготовки сестер милосердия еще 16 лет назад. И только сегодня с благословения архиепископа Петерима началось обучение. 28 девушек облачились в длинные платья и белые платки с главной медицинской эмблемой – Красным Крестом. За 144 часа они научатся ухаживать за тяжелобольными, оказывать паллиативную и психологическую помощь. Всю жизнь удивлялся вообще служению сестер этого рода, потому что их возглавляли сами великие княгини. Мы знаем Татьяна Ольга, Мария Анастасия. И от их перевязок, от их участия в жизни наших солдат, тогда война шла, Первая мировая, зависело много. И после их перевязок почему-то все выздоравливали. И все удивлялись, потому что они делали это все с молитвой. В ряды сестер милосердия вступили и сами студентки медицинского колледжа. Анна Кузнецова учится на 3-м курсе сестринского дела. Возможность получить кроме медицинского образования еще и духовное не упустила. Поддержала ее и семья. Отмечает, помогать пожилым и тяжело больным людям – работа нелегкая, но очень нужная. Многие теряют надежду, зная, что большинство пожилых людей в основном обращаются больше не как к скорой помощи, там, больницы, поликлиники, больше они обращаются к церкви, потому что они считают, что лучше подготовиться вот сейчас, если они вдруг заболеют, умрут, чтобы туда уйти, что они должны отмолить свои грехи. Но я думаю, что это должно быть как-то из души, то есть с самого начала ты должен понимать и лечиться одновременно, и одновременно ходить, молиться. Бесплатно можно получить свидетельство государственного образца по одной из 2 специальностей – младшая медицинская сестра и сиделка. Обучение будет проводиться в вечернее время. По окончанию сестры милосердия смогут трудоустроиться. Дарья Вологжанина, Олег Костромин, телеканал Юрган.